Сегодня мы продолжаем нашу очередную серию подкастов. Азамат Хайырбекович, қош келдіңіз. Здравствуйте. Итак, сегодня мы с вами хотели бы обсудить. Мы до этого, в принципе, с нашими спикерами обсуждали коррупционные риски среди государственной службы, среди общественности, среди населения и так далее. Сегодня... Я уже 12 лет работаю в Палате предпринимателей. Они вот поначалу были... На ваш взгляд? На мой взгляд, это же финансовые потери. Да, это же... На опыты каких стран вы бы советовали бы обратить внимание в плане борьбы с коррупционной составляющей, коррупционной культуры и так далее? Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем нашу очередную серию подкастов касательно темы по повышению антикоррупционной культуры среди населения города Темиртау и в целом также среди народа, среди общественности и так далее. И сегодня нашим очередным гостем является заместитель директора Палаты предпринимателей Карагандинской области Данянбаев Азамат Хайырбекович. Азамат Хайырбекович, қош келдіңіз. Здравствуйте. Итак, сегодня мы с вами хотели бы обсудить. Мы до этого, в принципе, с нашими спикерами обсуждали коррупционные риски среди государственной службы, среди общественности, среди населения и так далее. Сегодня, я думаю, будет интересно нашим зрителям послушать, порассуждать о коррупционных рисках и в целом об актуальности коррупции среди предпринимателей и среди предпринимательской деятельности. Но перед этим хотелось бы спросить, Палата предпринимателей, какую функцию она выполняет? Основная функция Палаты предпринимателей – это поддержка и развитие вообще предпринимательства в Казахстане. То есть мы работаем со всеми субъектами частного предпринимательства по решению их проблемных вопросов, какие-то новые условия создаваются, чтобы развивался новый вид бизнеса, проработка финансовых инструментов, каких-то нефинансовых, также правовых. А правовых, я думаю, будет в тему сегодняшнего нашего подкаста будет более глубоко мы погрузимся, так скажем. Касательно правового фактора, входит ли в функцию защиты от коррупционных рисков предпринимателей? И были ли такие моменты, если да? Тут надо же понимать, коррупционные риски, они больше связаны, когда взаимодействуют предприниматели с госслужащим. Это поэтому, насколько я понимаю, вся политика государства в этом и построена. Цифровизация – это один из условий сокращения коррупционных рисков между этими двумя, давайте скажем, прослойками населения. Это предприниматели и государственные служащие. У предпринимателей, по моим соображениям, есть два подхода. Это проявление коррупционных рисков, это получение каких-то конкурентных приоритетов над другими субъектами бизнеса. И второе – это неформальное решение определенных вопросов, связанных с нарушением законодательства. Я считаю, только в этих двух случаях может проявляться именно такой коррупционные риски. Из вашего опыта, насколько часто эти факторы проявлялись? Если я уже 12 лет работаю в Палате предпринимателей, они поначалу были такие явные и откровенные. Мы проводили опросы среди предпринимателей, они в большую часть говорили, что коррупция больше помогает, чем... Поэтому предпринимались очень большие глобальные пакеты в законодательстве, чтобы этот процесс и процент уменьшить максимально. Это и о госуслугах было новое законодательство, о разрешениях и уведомлениях, которые Палата предпринимателей продвигала, наибольше сократить контакт чиновника и предпринимателя. Хорошо. Вопрос. Что больше всего... мы сейчас, я думаю, очевидно то, что 10 лет назад, что 20 лет назад и сейчас коррупционная составляющая многократно снизилась. Прям минимизировалась до максимального минимума, который это возможно, если откровенно говорить. Да. Вопрос. Что больше всего предпринимателей натолкнуло, чтобы они отказались от коррупционных составляющих? На ваш взгляд. На мой взгляд, это же финансовые потери. Финансовые потери? Да, это же финансовые потери. В основном это не маленькие. Поэтому от этого очень сильно страдают и скажем, бизнес. Это первое. И получает приоритет уже недобросовестный, так называемые, грубые нарушители. То есть у наших предпринимателей, скажем так, появилась
не появилось или, скорее, даже развелось чувство рыночной конкуренции, получается? Не то, что рыночный, больше уже доверие к этим инструментам, которые сейчас государство внедрило. Они вот, я говорю, вот именно убрать вот контакт, прямой контакт чиновника и предпринимателя. Если это мы исключаем, то, соответственно, вот эти риски, они уже минимизируются, так скажем. Но они до сих пор остаются в таких сферах, как контрольно-надзорные функции. Они еще есть там, поэтому мы сейчас тоже в этом направлении. И в рамках уголовного процесса. Там тоже прокуратура, все соответствующие органы, они этими вопросами занимаются, и как бы созданы соответствующие специальные группы, да, в этом направлении, чтобы минимизировать участие бизнеса в орбите уголовного процесса. Я понял. Тема коррупции. Насколько она актуальна или злободневна среди предпринимателей? Ну, я говорю, мы на постоянной основе проводим опросы среди субъектов бизнеса. У нас есть такой проект, как «Деловой климат». Он законодательно закреплен в обязанность как бы Палаты предпринимателей. Мы опрашиваем субъектов бизнеса, как часто они встречаются, например, с коррупционными проявлениями, в каких сферах и так далее, и так далее. И вот у нас как бы есть определенные сферы, которые они всегда в приоритетном направлении, и как бы мы работаем именно, чтобы эти риски исключить, максимально исключить, так скажем. Первое – это у нас земля. По сферам, да? Да, по сферам. Земля вот, со строительством, государственные закупки и налоговое администрирование. Вот три основных как бы у нас сферы. У нас по области, так скажем, они вот у нас постоянно в лидирующих они находятся. Интересно. Вот касательно налогового администрирования, сами понимаете, эта тема, наверное, прям остро актуальна и среди населения, и среди предпринимателей. Повышение ставки НДС, снижение порога, да, например, для предпринимателей. Как вы думаете, есть ли там связь, скажем так, с фактором повышения коррупционных рисков? Ну, именно в тех как бы показателях, которые вы сказали, об НДС, о пороге, они роли на коррупцию вообще не играют. Не играют. Да, они даже к ней не относятся. Самый большой коррупционный риск – это где идет проверка со стороны налоговых органов в отношении субъектов частного предпринимательства. Когда они доначисляют налоги, где-то что-то они требуют какие-то документы, могут быть где-то закрывают на какие-то действия со стороны налогоплательщиков глаза. Вот в эти моменты есть. А по налогам это все автоматизировано, цифровизировано, так скажем. Прозрачно. Да, и оно как бы работает четко, так скажем. Как вы думаете, вот эти моменты, которые вы озвучили, да, по части коррупционных рисков, по проверке и так далее, как это, вот, что бы вы могли предложить, если у вас была возможность? По проверкам? Да. Ну вот первые шаги уже сделаны. Это внедрен такой, как профилактический контроль. То есть сама же суть проверки – это не то, чтобы проверить предпринимателя и наказать его. Тут же главное, чтобы предприниматель исполнял требования законодательства, которые ему предписано. То есть если у тебя должно быть там, например, допустим, там 3 ножа, вот 3 ножа должно быть. Они вот просто наказал и все равно требуешь 3 ножа. Поэтому есть профилактический контроль, там дается предписание, ну и, соответственно, уведомляется предприниматель, ты должен его через месяц выполнить. Вот, пожалуйста, все есть. Есть проверки, которые, когда, давайте скажем, инспектор приходит на объект сам. Вот там, мы считаем, должен быть жетон. Видео, аудио жетон, который фиксирует ход проверки. Зачатки есть, это МВД. У них у всех жетоны, это вот в рамках вот этого действия и наших предложений они внедряют. Конечно, есть определенные моменты, когда эти жетоны не работают, либо там отсутствуют. Но этот механизм действенно работает
И как для сотрудников полиции, так и для предпринимателя. То есть предприниматель уже боится как бы проявить дачу взятки, а у полицейского там, ну, злоупотребление и другие там составляющие коррупционных правонарушений. Интересно, интересно. Хорошо. А если немножко отойти от предпринимательской деятельности, вопрос. Вот насколько вы сами часто сталкивались с такими моментами, то что возникали коррупционные риски? Были ли такие вообще моменты вообще? Были ли? Ну, фантазия как бы у людей разная. Каждый предполагает, что там в том или ином моменте она постоянно возникает. Ну, если ты действуешь в рамках действующего законодательства и как бы знаешь хотя бы базовые, да, свои права, то там коррупционных проявлений будет наименьшее количество. Вопрос. Вот, антикоррупционная политика нашей страны. Какие бы изменения вы бы внесли, если бы у вас была возможность? С точки зрения поправок закона, может быть, новый закон, может быть, какие-то реформы? Да, я понял. Но поскольку я представляю как бы бизнес-сообщество, да, давайте в сфере предпринимательства скажу, что здесь коррупция именно больше проявляется, когда идет конкурентная, хотят одни предприниматели получить превосходство конкурентно перед другими. И вот в этих случаях надо вот именно внедрить это антиконкурентные какие-то, вот есть антикоррупционная экспертиза, а ее надо углубить, либо расширить, чтобы еще и антиконкурентные действия бы смотрели, что где госслужащий может создать условия, там, например, при разработке каких-то конкурсных условий, привилегирован для определенного предпринимателя, и исключая участие других бизнесов. Либо какие-то завышенные условия дать, такие, чтобы это мог поучаствовать и один свой предприниматель, и лояльно к нему отнестись, но при этом, а другие предприниматели, видя, что там, ну, такие завышенные требования, они не идут на такие конкурсы. То есть тут тоже вот есть такой момент, и его надо прорабатывать. Мы вот с агентством по защите и развитию конкуренции обсуждали его недавно. Поэтому я думаю, вот это необходимо сейчас. И по проверкам, я думаю, тут надо вот именно больше акцент делать на профилактику, чтобы контрольно-надзорная функция не была инструментом давления на бизнес, совершить какие-то действия, ну, в том числе и коррупционные. Вот, закон о лобби. Многие говорят, что его бы можно внедрить для снижения коррупционной составляющей, чтобы узаконить некоторые там транзакции и так далее, и так далее. На примере Соединенных Штатов Америки или Европы, да, европейских стран. Как вы к этому относитесь? Ну, честно говоря, я данный закон не читал, я не могу вам сказать, как бы это, дать профессиональное, да, как бы пояснение по нему. Если так из обывательской, да, вот как юрист, ну, даже та же палата на части определенные как бы лоббистские функции выполняет. Мы продвигаем институт развития предпринимательства, добросовестного предпринимателя, так, чтобы было условия созданы равные для всех предпринимателей. Вот это вот, я думаю, было бы правильно. Просто надо понимать, откуда и какие цели преследует лобби. Именно не конечную, а именно первоначальная цель какая. Я вас понял. Как вы думаете, вот в течение 50 лет в Казахстане терпимость коррупционной составляющей, какой она будет? 50 или 5-10 лет. Я думал 50. Ну, так далеко не будем заглядывать. Ну, я все-таки, как юрист, я думаю, все должно быть, если ты совершил какое-то правонарушение коррупционное, да, давайте касательно тематики, то должно быть неотвратимое наказание. И вот здесь работа именно превенции и правоохранительных органов очень-очень важна. Если они будут остро реагировать на проявление коррупционных действий со стороны чиновников, я думаю, это будет гораздо быстрее пройдет времени для сокращения как бы участия вообще коррупции в целом в нашей среде.
Я понял. Вопрос. На опыты каких стран вы бы советовали бы обратить внимание в плане борьбы с коррупционной составляющей, коррупционной культуры и так далее? Я тут тоже вам не советчик. Мы-то на уровне области, мы можем вам сказать, сообщить. Ну, так из общих, каких мы слышали, это вот раньше Грузия, она создала все необходимые условия для уменьшения коррупционных факторов. Сингапур в этом плане очень много слышал. Ну, Сингапур, да. Я не знаю, там какая система устроена, я вам тут... Очень много слышу про США, извиняюсь, внесу ремарку, но при этом всегда идут такие противоречивые мнения. Да? Почему? Потому что даже если брать президентов, да, двух последних, да, Байдена и Трампа, Байден взял и официально простил своего сына, дал ему амнистию за то, что занимался коррупционной составляющей, да, вот, на уровне законодательства. Трамп на уровне законодательства разрешил заниматься коррупцией национальным компаниям, которые представляют США, да? В частности, которые даже в Казахстане есть. Тут все зависит от отношения к самой коррупции. Что такое коррупция для кого-то? Понимаете, мы видим коррупцию, когда два родственника или встретились, или чиновник с кем-то встретился, как бы в неформальной обстановке, а может, в других странах это вообще обыденная вещь. Это они же тоже люди, они как бы спокойно должны бы, это, ну, имеют право встречаться, там, разговаривать, какие-то действия совершать. Поэтому я вам тут тоже сказать особо не могу. То есть, к чему я этот пример сказал? Возможно ли или имеет ли смысл в каких-то моментах коррупцию узаконить, что ли? Дело не в узаконении коррупции, а более как бы снижение порога вот этого антикоррупционной политики. Не все действия, они связаны, как вот президент сказал, да, что не все связаны с коррупцией. Может быть, так оно и есть. Поэтому тяжело сказать об этом. Нужно смотреть на мотив и на систему, да, потому что некоторые эксперты высказывают мнение, то, что раз уж коррупцию нельзя устранить полностью, то может быть какие-то его элементы взять и обратить в пользу государства. Вот на примере, опять же, президента Соединенных Штатов Америки, да, который вот разрешил своим компаниям заниматься коррупцией в других странах в интересах своей страны. Ну, и эти же зачатки у нас есть. Вот, допустим, в ЦОНе, вот когда вы получаете документы, общий срок, допустим, там 10 дней, но вы можете заплатить, и вы получите его там за 2-3 дня. Есть такое? Это же тоже, если так грубо посмотреть, это как бы коррупционная составляющая имеется, да, такое. Но если это сделать на уровне платности, то уже это не коррупция, это просто заплатили и все. Вот, например, врач сделал хорошую операцию, человек благодарен ему и принес этот, ну там, допустим, коробочку конфет и бутылку виски. Это все-таки коррупция или это все-таки благодарность? Если... Это же тоже вот такое... Насколько я знаю по закону, если, опять же, я не ошибаюсь, да, если он сделал операцию, и он ему ничего не должен, и после этого он подарил цветы и виски, это благодарность считается, которую не рекомендуется брать, да. Но это считается благодарность. Но если врач до операции потребовал все вот это, то это считается уж коррупционной составляющей. То есть... Да, вот видите, тут как бы... Нужно понимать ситуацию. Как это, запятую. Казнить нельзя помиловать или казнить нельзя помиловать. Тут все зависит от того, как мы ставим запятую, где. Что мы считаем для себя коррупцией. Я понял. Так, и в конце нашего подкаста, да, вот, что вы посоветуете вот, молодежи, сверстникам, товарищам в плане того, как повысить свою, может быть, юридическую грамотность, ну и в целом, что приведет к повышению антикоррупционной культуры? Честно говоря, сейчас мне сложно ответить на этот вопрос, если честно, как молодежи. Вы когда приходите в государственное учреждение, вы должны понимать, что там как бы все бесплатно. Единственное, все, что оплачивается в виде государственных пошлин, то есть это обязательных платежей в бюджет, они все на стенде расписаны. То есть любые какие-то другие там, так, давайте скажем, за дверью разговоры, что давай я тебе помогу там, за там, определенную плату, ну это не всегда работает.
И всегда это нужно, да? Да, и иногда там, и даже зачастую там встречаются мошенники. То есть можно отдать деньги и не получить свою услугу. Или элементарно заплатить за то, что и так тебе бесплатно должны. Конечно. Поэтому я понимаю, что наша пока система, мы развивающая страна, не все успевает, не все мы сделали, как мы хотим. Но сразу сейчас видно, что государство к этому стремится и делает все это. Например, та же цифровизация, тот же ЕГОВ. Во многих странах его нету. Ну, по цифровизации Казахстан очень хороший лидер. Поэтому говорить, что в нашей стране что-то можно сделать там за деньги, ну, это... Я говорю, только уйти от ответственности, либо получить конкурентное... Это вот из контекста. Все остальное, ну, я думаю, оно не стоит того. Ну, самое лучшее, что я слышал, это не бери и не давай. Вот так. Ну, не бери, это для чиновников надо. А для как бы их клиентов это вот второе, не давай. То есть у нас как привыкли то, что виновато правительство, чиновники и так далее, но при этом во многих разговорах ощущается то, что инициаторами как раз-таки становятся представители народа. То есть здесь нужно понимать то, что если народ воздержится от того, чтобы предлагать, то и представители госслужбы также воздержатся от того, чтобы просить. То есть это все будет взаимосвязано. То есть это палка о двух концах, где нету конкретно кого-то крайнего. Здесь каждый должен отвечать за себя, за свою функциональность. И кто-то должен не просить, и кто-то должен не предлагать. И тогда, если не устраним, то хотя бы его станет очень сильно меньше. Как опять же, да, мы любим говорить про Грузию, про Малайзию, Сингапур, извиняюсь, про Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Поэтому, как говорится, борьба начинается с себя. Давайте бороться, работать и взаимодействовать. И самое главное, не предлагать и не просить. Всем спасибо. Спасибо большое, что посетили наш подкаст. Удачи вам и всего доброго. Рахмет, и вам того же удачи.